Аждаласа Хамсернокоси. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Сейчас еду в больницу на капельнице, хожу уже третий день, по-моему. Но потом приеду, и мне нужно сделать заказы. Этот заказ мы сделаем с вами вместе, наверное. Ну вот как-то так. Может быть, в больнице поснимаю. Так, ну что, откапалась. Уколы поставили. Иду домой. Сын уже приехал. Ну вот, мои дорогие, значит, у нас сегодня в заказе баклажаны рулетиком, прожаренные, обваленные в сухарях, короче говоря. Сейчас я купила баклажаны, поехала сегодня в магазин с сыном. Сейчас одену перчатки, наверное, а то не одеваю эти перчатки, потом жалею, потому что и от морковки, от всего этого руки пачкаются, и бывает сложно их отмыть. Так, с этим заказом у меня, значит, наше мясо по-французски, стошки куриные, куриный рулет. Рулет я уже приготовила, запекла, он у меня остывает, но он у меня был уже приготовленный в морозилке, поэтому я его уже сделала. Что у меня еще? У меня еще салат, два вида салата. Салат нежный. Все, открыла, думала, все время про этот микрофон забываю. Так, салат нежный, значит, у меня в заказе. И свекольный. Свеклу тоже я еще с вечера отварила. Потихонечку будем готовить. Сейчас я хочу просто замариновать. Посолить, как замариновать. Немножко, чтобы, если вдруг даже... Иногда попадаются очень горькие даже баклажаны. Так, видно. Вот такие огромные баклажаны в магазине. Других не было, к сожалению. Так. Немножко боковину сниму. Недорогие, если так посмотреть по зимним расценкам, да, 180 рублей за килограмм даже в магазине. А так, наверное, на оптовом рынке они и дешевле. Я, правда, из-за этого небольшого заказа не стала ехать на рынок, потому что сыну на работу. Надо было очень рано вставать, ехать не стала я его утруждать. Так, порезала слишком. И не слишком тонко, и не слишком толсто надо, чтобы... Может быть, вот так вот. Чтобы хорошо заворачивалось. Так вот. Так вот подготовим это все. Так, ну вот, сделали такие вот слайсы из баклажан. Теперь посолим просто, на глаз, друзья, я не знаю, сколько тут надо будет соли. И все. Пускай они теперь будут стоять, пока я буду подготавливать. У меня нет куриного фарша, мне надо будет сделать из курицы. Сейчас еще надо будет поставить варить куриную грудку для салата. Это все подготовлю. Просто, девочки, я
в основном снимаю, когда у меня есть, ну, спокойно я могу снять заказ, да. Так, все слишком тонко, значит, сделала. Эти два. Ну, ничего. Или я сама руками их. Вот так вот. Все, теперь пускай они стоят. Дальше буду подготавливать продукты для другого заказа. Теперь я приготовлю фарш для стожек и для мяса по-французски. Значит, у меня тут килограмм говяжьего фарша, одна луковица, прокрученная через мясорубку. И мы сейчас это все быстренько приготовим. Пускай фарш будет стоять. За это время я должна для мяса по-французски пожарить грибы, а для стожки мне, ну, сказать, ну, стожки можно делать с любой начинкой, друзья. Картофельное пюре, потом овощи с вареным яйцом, много чего. Но по желанию заказчика сегодня в стожках у меня будет просто зажарка, морковка, лук и помидор. Так, значит, тут чайная ложка соли сюда и чайная ложка соли сюда. Так, теперь немножко красного жгучего перчика и сюда, и туда. Так, немножко черного. Так, в куриные стожки я добавлю паприки, чайную ложечку. Так, и в оба фарша добавим понемножку чесночного. Ой, чеснока сушеного, не чесночного, а чеснока сушеного. В принципе, если бы был бы у меня чесночный перец, то я бы добавила вместо черного перца и сухого чеснока, добавила бы чесночный перец. Все это мы сейчас тщательно перемешаем. И пусть пока стоит, пока наша начинка не будет готова. Так, у меня что-то фарш, это я размораживала его в микроволновке, немножко сварился фарш, можно сказать. Жидковатый, мне кажется, у меня фарш для... Надо было лук, наверное, отжать. Но я, скорее всего, добавлю немножечко полировочных сухарей, чтобы он забрал свою жидкость. Буквально столовую ложку. Надо было лук просто отжать. И немножко отобьем. Полетел на доску. Ну, а этот уже фарш по суше, потому что грудка здесь. Тоже тщательно перемешаем все. Может быть, я добавлю еще одну луковицу. Мне кажется, все-таки фарш сухой. Или чуть-чуть водички. Даже, скорее всего, водички чуть-чуть.
фарши стоят. Займемся зажаркой. Ну что, грибочки помыла. Сейчас быстренько нарежем их и пожарим. Так. Ну, вот так вот, наверное, произвольно, без разницы как. Потому что все равно пережариваются и все равно идут под сырную шапочку. Так, а теперь подготовим зажарку для куриных стошек. Так, нарежем лучок кубиком вот так вот. Послала сына точить нож, совсем был тупой. Так, ой, я вас пошатнула. Морковочку я решила кубиком, потому что она обжарится немножко. Ну, не обязательно прям до готовности, она все равно дойдет в духовке. Все, лучок уже поставила жарить, ну и морковочку кубиком. К сожалению, очень к большому сожалению, у меня сломалась моя овощерезка, которая кубиком мне все резала. И лук для мант тоже придется мне покупать новую. Так, все, грибочки жарятся, это все подходит. Пока будет жариться зажарочка, я почищу свеклу, которую я вчера еще отварила. Так, значит, сейчас приберем. Все идет в процессе, вроде бы все под контролем. Если вдруг не буду успевать, то, конечно, придется мне съемку прекратить. Так, вот свеколка. Теперь ее почистим. Как я сказала, пока жарится наша зажарка. Ну и все, вот так вот потихонечку будем делать. Конечно, друзья, если не снимать, то я бы все это делала намного быстрее и могла за это время еще что-то сделать. По ходу быстро-быстро. Но сегодня все-таки решила, раз у меня идет заказ, больше заказа нет у меня. Как я сказала, уже готовой еды заказ я беру выборочно только. Не все подряд, остальное делает Танзила. У меня больше заморозки. И заказ заморозок у меня тоже поступил только что. Надо мне 6 килограмм мант и килограмм пельменей. Ну вот, отправлю заказ свой. И потом сделаю. Это уже на завтра только заказ. Но делать надо сегодня, чтобы все заморозилось. И да, еще генератор мой не починили. Свет у нас уже 3-й день. То отключают, то включают. Без генератора это вообще не то. Так, ну что, забыла, что я снимала, уже начала делать заготовочки. Значит, здесь у меня по 110 грамм мяса, котлетка такая. Сразу, наверное, будут вопросы, сколько в диаметре. Вот это вот моя формочка. 10 сантиметров. Вот получается нормальное. Как бы мясо по-французски. Конечно, французы, как мне писали, французы, наверное, смеются над нашим мясом. Это, ну, вообще, в принципе, вот, можно сказать, классическое мясо по-французски. Это идет, конечно, внизу отбивная. Потом картошечка на ней, лук, грибы, помидоры и дальше уже сыр. Ну, это просто упрощенный вариант. Все,
все быстрее все происходит. Вот так вот. Вот так вот. Я надеюсь, у меня поместится здесь и стошки, и по-французски. У меня в заказе по 12 штук. И того, и другого, по-моему. Так. Сейчас. Ой, я посмотрю. Да, по 12 штук. Если нет этого кольца, то в принципе можно просто сделать обычную котлетку. Раньше я делала и просто на глаз. Тем более, если взвесить фарш по 100, по 110 грамм, то они получаются одинаковые. Можно и не взвешивать, но я как-то увереннее. Тем более, когда мало, то я их взвешиваю. Ну, когда, конечно, большой объем работы, взвешивать это бывает очень долго. И стараешься более-менее делать их одинаково. Ну, вот, например, когда идет свадебный заказ, там их и по 100 штук, и больше приходится делать. Конечно, это все через весы пропускать, это слишком много времени. Нет, вряд ли у меня поместится в один противень. Так, ну и вот так вот. Оказывается, я не снимала. Вот так вот я сделала для стошек. Ну, сейчас, наверное, ну, в принципе, сейчас, ну, ладно, я вам покажу в другом. На другом противне. Все равно мне надо их положить куда-то. Сейчас. Так, буду выпекать, конечно, в этом. Оставшиеся, надеюсь, 6 штук сюда поместится. В электрической духовочке. Так, значит, смачиваем руки. Но если не поместится, придется уже большой противень брать. Сейчас посмотрим. Смачиваем стакан. Так, ну что, телефон у меня перезагружен, перегружен, вылетает все. Вроде бы удалила много чего. Надо будет на ноутбук перенести некоторые домашние съемки. Так, ну небольшую сеточку сделаем, чтобы было сочнее. Так, и теперь будем укладывать начинку. Так. Ну, и я решила все-таки немножко положить лучок, хотя и в фарше у меня есть лук, просто вот несколько перышков. Таких вот. Теперь грибы. Может быть, ложечкой будет удобнее.
Не натерла еще сыр. Надо натереть сыр на терке. Моцарелла или голландский. Ну, у меня сегодня... Или, ну, любой твердый сыр. У меня сегодня российский, по-моему, там. С грибами я лук не обжаривала. Грибы просто без лука. Так, друзья, значит, положила я помидоры, я просто это сделала без вас. Ко мне заехали мои заловки. И, разговаривая с ними, я решила не тратить времени, потому что вдруг я еще и не успею. Так, но они буквально на несколько минут только заглянули, ехали по делу. Теперь положим наши стожечки. Помидоры у меня замороженные, друзья. Я не стала даже покупать, потому что, знаете, сейчас помидоры совершенно невкусные. А это у меня летние помидоры, сладкие, вкусные, как их, сливки которые. Так, значит, сюда идет морковочка с лучком, зажарочка. Так, ну что, теперь мы сюда на стожки, для стожек я купила все-таки свежие помидоры, и мы будем укладывать вот так. Ну, это стожки, корзиночки, скорее всего, даже, как хотите, так и называйте. Как я сказала, начинка может быть любая. Мне нравится с картофельным пюре, с яйцом, с картофельным пюре. Но тут пожелали, чтобы они были такие. Так, теперь немножко майонезика. Так, ну что, я так понемножечку буду включаться, выключаться. Значит, я нарезала вот так вот свеклу этим вот ножом. Немножко вот так вот лука. Ну, в описании я вам оставлю сколько, чего и как. Я, правда, сейчас сделаю все на глаз. Так. Вот так вот перышками. Так, по рецепту идет другой рецепт, но я сегодня буду делать чуть-чуть иначе. Так, сейчас, минуточку. Так, посолила, поперчила. И нужно растительное масло добавить. Вместо чим-чим по рецепту идет уксус. Но как-то мои покупатели, мои заказчики вкус этого не поняли, потому что уксус немножко дает кислинку. Поэтому я решила не добавлять уксус. Так, и сюда еще нужно добавить кориандр. Так, ну вот, значит, салат у меня готов. Как я сказала, я в описании вам оставлю, потому что ролик все-таки будет очень длинный. И у меня память в телефоне тоже не очень большая. Так, ну все. Дижонская горчица, зернистая, лучок. Добавила немножко чесночка через терочку, соли. И пусть стоит.
Посмотрим. Немножечко, да, кориандра еще сюда. Зелень потом буду, когда буду укладывать в канал. Так, ну что, мои дорогие, этот салат у меня есть на канале. Сейчас быстро соберем, значит, этот салат. Я немножко, чтобы он у меня... Его нужно собрать вот так вот на этой подложечке. И его перенесут к себе на тарелочку. Значит, мясо, как видите, я разобрала на волокна. У меня два тоже. Ну, обычно мы их делаем вот в таких вот салатниках. Ну, в таких прозрачных каких-то. И слоями. Но когда вот нужно, уже также салатников нет. Но я имею в виду, если дома мы ставим. А когда вот на продажу, то мы укладываем в этот... Ну, все вместе перемешиваем. Укладываем, орехи отдельно посылаем. Но иногда вот заказчики хотят, вот как сейчас, чтобы собрать в виде тортика, да, вот так вот. Слоями соберем, как будто бы и на этом. И, в принципе, вот они легко смогут потом перенести все вместе с подложечкой на закусочную тарелочку. Ну, куда хотят. Вот так вот. По желанию сюда можно еще и обжаренные грибы положить, слой обжаренных грибов. Можно слой огурчиков. Салат, он на то и салат. Если подходят ингредиенты между собой, то можно делать как хотите. Но у нас вот классический салат такой. И мне нравится он. В принципе, очень многим он нравится. Все, теперь снова майонезиком. Теперь слой кукурузы. Ну вот пол куриной грудки у меня уходит на вот один этот салат. Это полностью грудку я сварила. И на 2 тортика хватит пол куриной грудки на 1 тортик. 1 банка кукурузы. И 3 яйца. 3-3,5 яйца, смотря какое яйцо. И все вот так вот перекладываем, перемазываем майонезом. Вроде бы и процеживала я, но сейчас я уже начала торопиться, друзья, потому что время уже потихонечку все-таки отвлекалась. Приходил сын на обед, как я говорила, забежали заловки, но они буквально 5 минут, много времени. У меня вообще, в принципе, времени отняли, потому что знали, что у меня заказ. И снова майонез. Ну, кто не любит майонез, это не для них. Салат обычно говорят мне, что много майонеза. Друзья, ну салаты с майонезами едят не всегда же, не каждый день, не каждый раз, но едят. И, в принципе, его и не так уж много. Можно делать дома домашний майонез. Но со сметаной, мне кажется, вкус будет, конечно, не тот, если делать сметану. Все, и яйцо последний штрих. Предпоследний, вернее, штрих. Последний у нас орех идет. Кто-то орех, кто-то сыр натертый на терочке. Российский сыр, голландский, российский. В принципе, сейчас и моцарелла соленый. Можно и моцареллу. Так, неаккуратно все делаю, спешу. Ничего. Это мы все уберем. Так, ну что, мои дорогие, я заказ доделала без вас.
Как-нибудь потом мы вместе с вами пожарим баклажаны, потому что уже время поджимало. Заказчица обещала приехать сама, но теперь опять передумала. Теперь буду вызывать такси, отправлять. Я уложилась вовремя, даже чуть-чуть с запасом. Значит, смотрите, что у меня тут получилось. Это баклажаны, обжаренные на сковородке, обваленные. Ну, сначала их в яйце, потом в сухарях, потом обжариваются, и майонезом с чесночком перемазала я их. Много можно сделать и сыром, этим творожным сыром намазать внутри, положить помидорчик, можно салатные листья. Но салатные, я хотела сегодня салатные листья взять, но их, к сожалению, были, но они были вялые, как тогда когда я что-то готовила, поэтому я просто не стала их брать. Вот так вот. Это у нас вот, значит, свекольный салат. Это, как видите, 2 нежных салата. Это, значит, у нас куриный рулет из целой курицы. Вот такой вот. Это куриные стошки. Тут у меня сыр такой пластинками, который, видите, он красиво лег на стошки. Ну, у меня его было только 1 пакетик. На этот у меня просто обычный наш российский сыр. Ну, это вот мясо по-французски. Вроде бы ничего получилось. Конечно, это все очень вкусно, кроме рулета и салатов, в горячем виде есть. Ну и баклажаны тоже можно есть в холодном виде. Но по-французски мясо и вот именно стошки было бы желательно, конечно, есть в горячем виде. Ну, что поделать. Вот так вот, друзья, мы с вами сегодня сделали мой заказ. Уже вечер, уже 4:30. Ну, наверное, на этом все. Как-то так. Всех благ вам, мира и благоденствия. Мяш тахалш.